бывший руководитель Сахабулта Михаил Павлов вернулся с войны, с СВО, как они говорят, да, и потребовал, чтобы с него сняли уголовное обвинение, да, уголовное преследование закончили. Но прокуратура ему отказала, потому что якобы он не подписывал контракта с Минобороны, а отсиделся в отряде Ботур. Павлову предъявлено обвинение в присвоении 13 миллионов рублей. И вообще они законно выводили продукцию вопреки требованиям устава и без согласования с советом директоров. Материальный ущерб составил свыше 180 миллионов рублей. Сахабулт — это предприятие якутское, которое было создано еще в 90-е годы, которое занимается пошивом верхней одежды, теплой. Ну, у нас же зимы, да, у нас должна быть теплая верхняя одежда. Унты они шьют, они шубы шьют, шапки шьют. В общем, он заключил контракт, и он думал, что он избежит уголовной, значит, ответственности за то, что он там натворил, наворовал. Также стало известно, что сейчас с зоны СВО будут возвращать. Военная прокуратура затребовала Романа Щегельника. Это глава Нерюнгринского улуса. Там тоже присвоение, там тоже растрата, видимо, какие-то мошеннические действия ему вменяет, потому что он на протяжении долгих лет своей дочери там ежемесячно из бюджета по 60 тысяч высылал. В общем-то, накопилась приличная сумма. Там еще вопрос с квартирой, на каких основаниях он ее приватизировал, да, муниципальное жилье. Зная все это, Щегельняк быстренько подписал контракт с Минобороны и уехал в зону боевых действий. Но прокуратура не согласилась, и они его затребовали обратно. И сейчас его будут возвращать. О чем это говорит? Да, что это такое? Смотрите, вот это вот избегание наказания, практика, да, такая, что все, что бы ты ни сделал, ты можешь списать, отправившись на войну. С тебя спишут, с тебя долги спишут, с тебя преступления спишут. Многие там, кто ДТП совершил в пьяном виде, там, я не знаю, помните, даже тот же самый кошмар, да, людей бил, другие убивают людей, да, в разные-разные статьи подписываешь контракт с Минобороны, и тебе все это прощается государством. И также чиновники, многие российские чиновники тоже уезжали по такой же схеме, подписывали контракт с Министерством обороны и тоже уезжали на войну. Из них тоже вот это все, значит, списывалось. Сейчас получается, что вот эта схема, этот механизм, он дает сбой. Получается, что не каждый теперь может избежать, да? Я думаю, что проблема в том, что в государстве нет денег. А эти люди наворовали так много денег, да, что простым подписанием контракта с Министерством обороны они уже не отделаются. Это что получается? Я наворовал, подписал контракт, ушел, и мне еще деньги придут от государства, да? Ну, видимо, уже в таком виде эта схема работать не будет. Ладно, я там понимаю, если ты совершил ДТП и убежал от наказания на войну, это еще один разговор. Но если ты миллионами воровал, миллиардами некоторые воруют, да, сотнями миллионов, да, и если ты наворовал, то ты должен вернуть. У нас нет денег, ему в прокуратуре говорят. Ты чё? Какая война? Приезжай, возвращай. Вот, так что механизм-то остался, но он теперь будет работать избирательно. Только на тех, кто не принес материальный ущерб этому государству. Вот. Скорее всего, это будет работать так. Вот. Ну, это еще раз, о чем это говорит? Еще раз, это говорит о том, что в России нет денег. И теперь прощать многомиллионные траты бюджетные, да, растраты, они не будут. Только своим. Ни Щегельняк, ни этот директор Сахабулта, видимо, своими не являются. Поэтому их можно вытянуть и заставить платить по счетам. Всем большое спасибо за то, что вы нас смотрите. Очень прошу, если вы смотрите нас без подписки, подписывайтесь. Впереди нас ждет еще очень много интересных событий. Я вам это гарантирую. Мы будем их освещать, мы будем о них говорить открыто. Здесь мы
На нас никто не давит, мы свободны, мы говорим всегда открыто все то, что мы думаем. И рилсы записываем, большие видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно комментируйте, пишите в комментарии все, что вы думаете о том, что происходит в Республике Саха. А если у вас есть какие-то новости для нас, то я прошу, отправляйте их к нам на почту. Почта у нас есть в описании к этому каналу. Всем спасибо, до свидания.